Количество незаконной вырубки в Коми увеличилось в этом году на 5%, но в целом объем нелегальной заготовки остается по-прежнему низким и незначительным по сравнению с большинством субъектов Северо-Западного федерального округа. За этот год в Коми выявлено 155 случаев незаконной заготовки леса объемом чуть более 2000 кубометров. По всем фактам приняты меры для установления и привлечения виновных лиц к ответственности. Размер причиненного вреда в общем составил 11,5 миллионов рублей, почти половину нарушители уже возместили. Так, в Усть-Куломском районе за незаконную вырубку в особо крупном размере лесозаготовительное предприятие заплатило не только штраф, но и более 3 миллионов рублей ущерба в бюджет муниципального образования. Наибольшее количество незаконных рубок выявляются в начальной стадии их совершения. Так, 47% рубок – это рубки до 1 кубического метра, а 3/4 всех незаконных рубок по объему не превышают 5 кубометров. В связи со снятием ограничения по сбору валежника гражданами для собственных нужд в 2020 году увеличилось количество незаконных рубок сухостойной древесины. Выявлен 21 случай таких рубок, но это связано с тем, что не все граждане понимают, что такое валежник, и мы в этом отношении проводим разъяснительную работу. Для предотвращения незаконного оборота древесины Минприроды Коми активно использует внедренную Рослесхозом общероссийскую информационную систему учета и маркировки «Лес ЕГАИС». Система позволяет бизнесу подтверждать законность происхождения древесины, обеспечивать безопасность сделок, соблюдать требования добровольной лесной сертификации, отметил Роман Полшветкин на комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Кроме того, увеличено количество совместных с правоохранительными органами рейдов по лесной территории. Всего за 2020 год в Коми выявлено 267 случаев нарушения лесного законодательства. Помимо незаконной вырубки, это нефтеразливы, а также несанкционированные свалки.